Ленская ЦРБ продолжает обучение медицинских сестер, лаборантов и фельдшеров. Уже в течение 2 месяцев первокурсники проходят практику в отделениях больницы, также в детской поликлинике и лаборатории. Теоретические знания сегодня девушки применяют в работе. Доктора довольны, справляются практикантки хорошо. Итак, мы находимся в отделении терапии. Сегодня здесь проходят практику 5 первокурсниц. Девушки отрабатывают полученные теоретические знания с пациентами. Терапия всегда переполнена, и дополнительные рабочие руки очень нужны, отмечает старшая медицинская сестра, которая, кстати, тоже окончила Якутский медицинский колледж несколько лет назад. Колледж я здесь закончила, в Ленске. Это было в 2012 году. Работала вначале палатной медицинской сестрой. И в 2014 году стала уже старшей медицинской сестрой. Людмила Владимировна предложила должность, да, как раз у нас старшая уехала, которая здесь до меня работала. И вот мне предложили. Ой, ну обязанностей много. Вообще как бы организация сестринского дела, свой весь младший и средний персонал. На данный момент, медицинских сестер у нас, конечно, не хватает сейчас, средний персонал. На данный момент 3 палатных медицинских сестры и 1 процедурная. Плюс младший медицинский персонал, их 4 человека. Очень хорошо, без выезда, конечно. Я сама сейчас здесь выучилась. Я считаю, это очень хорошо. На месте можно и работать, плюс учиться. Помощь хорошая. И всем, я думаю, нравится. Галина довольна работой студентов. Поддержка от девушек колоссальная. Практикантки уже проводят различные процедуры, а также осуществляют уход за тяжело больными пациентами. Я много лет работаю в реанимации санитаркой, и, конечно же, все смотрела, и медсестра для меня пример для подражания. Очень хотелось быть медсестрой. Я работала санитаркой уже много лет, смотрела на медсестер, мне очень нравилась эта работа достойная, благородная. И поэтому мне захотелось пойти отучиться. И наконец-то появилась возможность, и я пошла учиться. Очень довольна, очень рада за такую возможность, предоставленную нам колледжем. Очень благодарны нашему директору Дмитрию Афанасьевичу за то, что мы можем обучиться и быть образованными. У нас началась сейчас практика по сестринскому делу, очень полезная и интересная. Нравится очень медицинский персонал больницы, Ленской больницы ЦРБ. Нравится персонал, все такие отзывчивые, добрые, всегда помогут, подскажут, опытные, очень опытные девочки, все делают быстро, профессионально, нам очень нравится, мы тоже хотим быть так же. Мы сейчас учимся проводить инъекции подкожные, внутривенные, внутримышечные и внутрикожные инъекции проводим. Очень интересно, конечно, нам нравится. После терапевтического отделения мы заглянули в неврологическое. Здесь студенты как раз начали проводить процедуры. Надо сказать, что пациенты с радостью разрешают проводить практиканткам все необходимые манипуляции. В отделении и непосредственно в неврологическом, я прохожу всегда здесь 2 раза в год, весной и осенью, когда мне как раз этот период такой болезненный, прокапываемся, прокалываемся. Отделение очень хорошее, могу сказать, что действительно очень хороший медперсонал, очень внимательные, очень всегда старательные, чем могут всегда, помощь самую первую оказывают. Анна Карабак проходит практику в неврологии. Девушка находится в отпуске по уходу за ребенком. До этого работала совсем в другой сфере. Узнав, что в районе действует программа по бесплатному обучению среднего медицинского персонала, решила не упускать возможность и поступила на обучение. Вообще мы обучаемся предметам производственная практика ПМ-04, это профессиональный модуль. То есть у нас сейчас идет постановка инъекций, растворы. Учиться нам нравится, у нас замечательный преподаватель Людмила Дарковая. Мы ходили по отделениям, в детском отделении были, в поликлинике, были в Кедре, там проходили практику. Нам нравится, все устраивает, медсестры здесь хорошие, все объясняют, доступно показывают. Студенты лабораторной диагностики проходят практику в лаборатории больницы. Этой специальности колледж обучает 1-й год.
Наша лаборатория делится, значит, по отделам. Как вы видите, здесь за мной гематологический отдел, где проводится общий анализ крови. Мы работаем на 2 аппаратах гематологических. Кроме того, что идет чеки, выдаются автоматом, делается еще микроскопия вручную. Все красится у нас вручную и считается под микроскопом. Тут ставится еще соя, скорость оседания эритроцитов смотрим. Ну и девочки наши практиканты, которых мы приняли в 2024 году, их было 8 человек по специальности медицинский лабораторный техник, но в процессе учебного процесса остались только 4 самых стойких, осознанных, замотивированных девушек. Да. И вот у нас образовательный процесс состоит из теории и практики. Теорию мы закрепляем практическими занятиями на базе нашей лабораторной диагностики. Как и во всех подразделениях больницы, у нас не укомплектованы средним медицинским персоналом, поэтому мы очень надеемся и ждем наших выпускников, наш замечательный коллектив. Второкурсники по специальности лечебное дело присутствуют на приемах в детской поликлинике с врачами-педиатрами. Наши студенты в данный момент, это фельдшера, проходят практику в детской поликлинике. В их обязанности входит и осмотр детей, и они взвешивают, измеряют, выписывают направления на анализы. Они учатся в дальнейшем, как работать с детьми, потому что фельдшера – это у нас медицинские работники, которые уже имеют право и назначать лечение, обследование, все. Сейчас вот в данный момент они проходят практику, чтобы приобрести опыт для дальнейшей работы. Показывают себя все замечательно. И тот выпуск, который был перед ними, все молодцы фельдшера, и этот выпуск, они все замечательно. У нас вообще все молодцы. И медсестры, и фельдшера, и лабораторная диагностика. Они показывают большую тягу к знаниям. Они во внерабочее время ищут как бы заняться еще дополнительным самообразованием. Они очень большую работу делают. Более 10 лет Дмитрий Владимирович преподает педиатрию студентам колледжа. Он делится с обучающимися своими знаниями, показывает, как правильно проводить осмотр детей, на что обращать внимание. Мы присутствуем на приеме, заменяем, получается, сидим вместо медицинской сестры, выписываем лечение по назначению врача-педиатра, проводим антропометрию пациентов, также выписываем анализы. Да. Ну, в общем, то, что как руководит нами педиатр, да, врач, то есть мы как бы все это выполняем. Практику, да, проходить очень интересно, да, в стенах нашей больницы, детской поликлиники, женской консультации, вот где вот сейчас мы были, да, очень интересно проходить практику, да, мы, получается, наши врачи, наши преподаватели, они делятся своим опытом, своими знаниями, да, ну, как бы объясняют нам все доступно, да, бывают такие моменты, что нам тяжело, трудно, но мы не сдаемся, мы идем вперед, да, потом мы недавно пришли с родильного отделения, с роддома, да, ну, там получили, конечно, очень большие впечатления, для нас это было в первый раз, но нам очень понравилось, я не знаю, как остальным, да, но я действительно считаю, что в родильном отделении, то есть там было мне интересно. Практику студенты проходят, как и предусмотрено программой, в течение 4 часов в день. Людмила Дворковая – бессменный руководитель и педагог Ленского филиала Якутского медицинского колледжа. Она же главная медицинская сестра Ленской ЦРБ. Рассказала, что сегодня большой дефицит среднего медицинского персонала. Основными преподавателями специальных дисциплин, конечно же, у нас являются и остаются ведущие наши специалисты, врачи, практикующие доктора. Да. Старшие медицинские сестры у нас участвуют в освоении практических навыков, организовывают прохождение практики по отделениям для студентов. Ответственными практических занятий всегда назначаются те преподаватели, которые ведут теоретическую часть. Вот у нас, например, Дмитрий Владимирович Овечкин, он у нас преподает педиатрию на протяжении многих лет, начиная с теории, и, в общем-то, и практику тоже он им выдает, поэтому является ответственным или, скажем так, ведущим в программе именно педиатрия. Акушерство, гинекология, также и хирургия, и терапия. В общем-то, специалисты этих профилей, они являются преподавателями и теоретической части, и практической части. И несмотря на то, что мы на протяжении столько лет обучаем и выпускаем специалистов, на сегодняшний день дефицит кадров средним медперсоналом все равно остается быть.
примерно укомплектованы только около 70%, поэтому наша программа, наверное, и наша задача никогда не закончится, подготовка молодых специалистов, потому что мы в этом постоянно нуждаемся. Система здравоохранения меняется, требования к молодым специалистам тоже меняются, и вот на основе вот этого, конечно же, мы готовим уже специалистов нового поколения, скажем так. Обучение проходит на бюджетной и внебюджетной основе, также по целевым направлениям. Окончив колледж, согласно договора, студенты обязаны определенное время отработать в Ленской ЦРБ. Первый раз мы работаем по специальности лабораторная диагностика. Это вне бюджет. Студенты, которые обучаются за счет средств муниципального образования Ленский район, ну, скажем так, экспериментальная наша группа. В общем-то, у нас все получается. Очень хорошие педагоги, врачи-лаборанты, которые занимаются непосредственно, готовят непосредственно для себя эти кадры. Вот. Ну, пока так. Выпускаем всех. Выпуск будет у нас всех 3 групп в 2026 году. Филиал колледжа был открыт в 2008 году. В 2009 была набрана первая группа. В 2012 состоялся первый выпуск медицинских сестер. Сегодня они все работают в Ленской ЦРБ. Если сравнивать с обучением прошлых лет, да, конечно, требования к обучению теперешнему, конечно, изменилось. Изменился федеральный государственный образовательный стандарт, и теперь изменились сроки обучения студентов. Мы теперь обучаем их на год меньше. У нас был лицензирован наш филиал только на обучение по сестринскому делу. В 2019 году мы лицензировались на лечебные дела, тогда набрали первую группу. Мы их выпустили в 2022 году, они у нас сейчас все трудоустроены. Мы распределили, они обучались на средства района, это была программа районного масштаба, и они у нас распределены по фельдшерским пунктам, по селам, скорая помощь. Вот сейчас уже это второй набор лечебное дело, тоже очень востребованная должность, очень чувствуется дефицит именно фельдшеров, особенно в отделении скорой неотложной помощи. Поэтому наша задача на следующий год мы осуществляем снова набор именно по специальности лечебное дело. За все годы работы колледжа было выпущено 117 студентов. В 2026 году ряды медицинских работников пополнятся еще 26 специалистами среднего медицинского персонала. Все мы знаем, что на медицинских сестрах держится больничный быт, палаточный уют. Не жалея мужества и силы, они дарят милосердный труд. Профессия фельдшера является очень важной и ответственной, ведь от деятельности таких специалистов зависят человеческие жизни. От точности и качества работы лаборантов зависит достоверность получаемых данных и процесс лечения. Поэтому каждая специальность важна и нужна. Каждый студент знает, что от качества полученного ими образования, от того, как они усвоили программу, будет зависеть не одна жизнь и здоровье человека.